Крым переехали в 1969 году. 16 лет мне было. Я Крым представлял цветущим раем. Первое впечатление, конечно, я был удручен какое-то время. Но с годами понял, что такое Родина, цену Родины. Я родился в 1953 году, поселок Чигирик, Ташкентской области, Среднечерчикского района. 6 лет прожили в Чигирике, потом переехали в совхоз «Горняк». Это районный центр Тайтюба. До 9 класса учился там. 10 класс уже переехали в Крым, уже заканчивал 10 класс в Крыму. Отец добился, чтобы нас по вербовке, по спецпереселению перевезли в Крым. И 14 сентября 1969 года я очутился вместе с семьей, отцом, матерью, в Ленинском районе, село Уварово. Отец построил этот дом. Вот он построил дом, с отцом вместе они строили. И его сразу забрали в армию. После армии он уже не смог сюда вернуться. Отец сильно рвался на родину, но не знал, как это сделать. Объявили вербовку, начали переселять, но маленькими партиями. Вот. И отец, услышав это, пошел в военкомат и сказал: я фронтовик, я воевал, я из Алушты был призван в армию. Если вы меня не вернете на родину, я вот перед военкоматом себя сожгу. Отца отговаривали, еще в Узбекистане отговаривали: Риза, ну не делай этого, ты, говорит, своих детей обречешь на мучения. У тебя 7 детей. Отец сказал: нет, я поеду на родину. Но ты же там будешь мучиться. И он сказал, ну вот эти вот слова, я их никогда не забуду. Он сказал: если меня поселят на камнях, я, говорит, буду жить на камнях, но буду жить на родине. В 16 лет мне было. Я Крым представлял цветущим раем. Пальмы, кипарисы. Вот. Но когда увидел, первое впечатление, конечно, я был удручен какое-то время. Удручен. Когда видел, как родители стремятся вернуться на родину, а родина оказалась такой, я недоумевал, конечно, тогда, вот в молодом возрасте. Но с годами понял, что такое Родина, цену Родины. У нас в селе уже проживало 6 семей крымских татар, которые тоже по вербовке приехали в мае 1968 года. Это была первая вербовка. Нам никто прямо ничего плохого не говорил, но в школе, вот в младших классах, там постоянно происходили столкновения на почве, что вы предатели, вы приехали сюда, вот вы не должны здесь быть. Старшие ребята, вот 10 класс, мы с ними выясняли отношения не кулаками, а выходили и играли в футбол. Там, конечно, зверски мы играли, потому что проигрывать нельзя было. Мы крымские татары, мы чувствовали ответственность, как будто за нами наблюдал весь мир. Опозориться для нас считалось не просто это твой позор, а уже как национальный позор считался. Поэтому здесь все крымские татары держали себя очень строго. Сельскохозяйственный техникум. На 70-м году я поступил в техникум. Я был единственный крымский татарин там. Окончил с отличием. Пошел на распределение. Ты поедешь работать в Винницу. Я говорю: не поеду я в Винницу работать. Мы приехали на родину. Кое-как я отстоял свое право работать там, куда меня пригласили, Белогорский район. Но через 3 дня меня вызвали в управление сельского хозяйства и сказали: ты там работать не будешь. И все. И я вернулся домой. Через 3 месяца я увидел объявление: приглашают абитуриентов для поступления в Херсонский сельскохозяйственный институт.
Я подал туда документы, 1,5 года проучился и вынужден был перейти на заочное обучение. Но не из-за успеваемости, я просто устал. Ко мне каждый четверг, ну иногда через четверг, приходил работник КГБ и проводил со мной беседы. Приглашал меня на работу в КГБ. И я ушел оттуда. Я вернулся домой, повесткой меня вызывает военкомат. Там сидит седовласый мужичок и говорит мне: ну вы поняли, кто я? Я говорю, да, конечно, понял. Ну, вам большой привет от Николая Трофимовича. Вы с ним славно поработали в Херсоне. Как я славно поработал с ним? Или он такие отчеты давал? Или это их не такие закидоны? Вот. И они начали меня принуждать к сотрудничеству уже в Ленинском районе. В общем, в конце концов, мне сказали, ты жить и работать в этом районе не будешь. Приехал Рифат ага Муртазаев. Он приехал сначала в Курское Белогорского района. Оттуда его выселили. Потом приехал к нам, в Уварово. С Уварова его опять вытесняют. И вот он пришел, у нас спрашивает, ну как мне быть? Если меня еще раз выселят, я нищим останусь, у меня ничего не останется. Ну, как бы разрешение просил уехать, чтобы мы его не осуждали. И мы у него говорим, вот там в национальном движении ты участвовал? Он говорит, да, участвовал. Мы говорим, ну мы тоже здесь хотим. Едьте в Белогорск, найдите Эльдара Шабанова, он вам все объяснит. После сообщения ТАСС, которое прозвучало как раз во время пикета, московского пикета, оно разозлило многих крымских татар, и когда нас было мало, мы так ждали, вот так ждали, когда остальные приедут, А остальные не едут. И вот сообщение ТАСС как бы разбудило людей. После сообщения ТАСС прям народ хлынул. А им надо прописываться, им надо после прописки работать. А тогда действовало, если не прописан, значит работы нет. Работу не дают. Если не работаешь, значит жилье не имеешь права купить. Ну, в общем, вот этот треугольник, он действовал. И мы начали активно противодействовать этому. И вот тогда я увидел, сколько силы в нашем народе. Инициативная группа у нас состояла в основном из 30-40-летних. Вот. И мы взяли на себя ответственность. И старшее поколение – это те люди, которые здесь родились, да, их детьми выселяли. А они нам практически проходу не давали. Вот каждую неделю мы должны были митинг проводить. Настолько требовалось вот людям этим, требовалось проявлять себя. Они хотели драться, они хотели бороться, они хотели доказать. Вот стремление у них у всех было. И поэтому нам даже не надо было особо кого-то уговаривать, приди на митинг. Мы начали проводить митинг за митингом. И вот 11 сентября 1988 года один из таких митингов власть злостно разогнала. Митинг был в поселке Ленина. Вот в 14:00 на этой площади перед райисполкомом под памятником Ленина, вооруженные с щитами, с дубинками, вот, напали на митингующих, сразу дали команду расчленить митинг, и ОМОНовцы напали на нас. Избивали, женщин за волосы таскали, всех по автобусам загоняли. И 47 человек оказались задержанными. В это время я одному из них по руке сильно попал, менту. Он затаил злобу. И вот когда этот милиционер зашел в автобус,
Один держал меня за волосы, прижал к сиденью, а другой бил по руке, по левой руке. Бил, приговаривая, она у тебя отсохнет. И рука у меня до сих пор как надо не работает. Но не отсохла, как тот мечтал. После 1988 года мы активизировались. Уже наше участие сводилось к тому, что в это время уже начали общекрымские митинги часто проводиться. И мы в 1989 году учредили Организацию Крымско-Татарского национального движения, ОКНД. Вот. Я был членом Центрального совета ОКНД. И в основном уже наша борьба проходила вот от совещания к совещанию. Мы там готовили бумаги, отправляли с требованиями реабилитации крымско-татарского народа. ОКНД. В Москве работали. В Москве я был 40 дней. И мы 40 дней там работали с депутатами Верховного Совета СССР. В 90-м году вот здесь, на этой площади, стоял пикет крымских татар, которые захотели вернуться в те места, откуда они были высланы. То есть крымские татары высланы из Алушинского района. 6 месяцев крымские татары находились на этой площади, жили в палатках. Результатом этого пикета было то, что в октябре месяце вышел приказ по совхозу Алушта и по совхозу Малореченский. И 360 семей были прописаны на колышек, тогда было такое, на колышек прописывали, домов у людей не было. Люди смогли устроиться на работу и начать возрождаться на своей родине. Для народа очень трудными были 90-е, для нашего народа. Они очень трудными были, и даже словами это не выразить. Представь, если вот отец, мать детей не знает, чем кормить, вот в такое состояние. Мы, инициативники, ставили задачу помогать таким слабым семьям. Чем могли, помогали. Работу кому-то находили, кому-то еще что-то. Потом покупка домов. В 1981 году женился. 3 детей, дочка, 2 сына. Вот один сын строит дом, другому сыну мой дом достанется. Братья, нас шестеро братьев и 1 сестренка у отца. Ну, 3 уже нету среди нас, покинули этот мир. Отец нас упрекал в свое время. Я, говорит, вас 7 сюда привез, а вы меня одного не можете на родину отвезти, в Алушту. Ну, как фронтовик, стал на очередь, получил квартиру в Алуште. Там, в родном селе, где он родился, мы его похоронили. Мать тоже Корбекульская, и мать там похоронили. Дети – это будущее любого народа. С кем будут жить наши дети, а с кем будут наши любимые внуки жить, а как они будут жить. Вот меня, например, волнует этот вопрос. Я знаю, что многих, кто достиг такого возраста, всех тех, кто был в национальном движении, их не может не волновать этот вопрос. Национальное движение – это была школа, которая нас воспитывала. Вот я, получив такое воспитание, я не могу по-другому мыслить. Я хочу, у меня твердое желание, сколько есть еще сил, вложить в то, чтобы мы не растеряли наше будущее, не растеряли наших детей. Мы оставили их у себя, мы оставили их крымскими татарами.